Здравствуйте, это проект «Своих не бросаем». С вами Лиана Кириллова. И Артур Галеев. Здравствуйте. Гость в нашей студии сегодня – начальник связи добровольческого мотострелкового полка «Башкортостан» Игорь Вячеславович Мережко. Приветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. Вот такой вопрос. Вы хотели стать добровольцем? Или все-таки внутри что-то сыграло, и вот вы решили отправиться? Добровольцем, ну, как бы, вы знаете, когда я хотел стать добровольцем, возрастной ценз мешал. Потом эта затея как бы у меня немножко поутихла, поугасла, но в военкомат я сходил, параметры свои оставил. Меня грызло то, что... У меня-то сын тоже военный. И вот он с самых первых дней там воевал. Он сейчас в академию поступил. Вот. Ну и как бы мне вот это вот покоя не давало. А тут позвонили с военкомата и сказали, вы нам нужны. И все. И без зазрения совести, даже не обдумывая ничего... Я просто-напросто пришел в военкомат, дал свое согласие. И вот я оказался в 31-м добровольческом полку «Башкортостан». Вы у нас, получается, майор запаса, правильно? Да, я был. Но Вот на сегодняшний день вы действующий военнослужащий. Да. Игорь Вячеславович, а когда попали в зону СВО, какие были ваши первые эмоции? И с чего там вообще начинается? Вот вы приезжаете на место, и дальше что? Ну, зона СВО, то, что меня поразило, это то, что обстрелы были... обстрелы не то, что... А сама обстановка, когда туда приезжаешь и видишь вот эту вот разруху, разрушенные дома, вот это вот все. И вот понимаешь всю эту тяжесть. А если бы это у нас было? А если бы это было с моими внуками? Не дай бог, конечно. Вот, поэтому, наверное, поэтому я и оказался в этой зоне СВО. Ну, как бы впечатления очень тяжелые были сначала. Но потом, как бы это у меня, ну, не первая война. Вот. А где вы были? Ну, я еще в Чечне был. Потом, Боевой опыт имеется? Этого. Да, то есть какой-то опыт имеется у меня. Вот. Ну, Там другая война. Согласитесь, совершенно это две разные войны. Каждая война, она отличается по-своему. Но если сравнивать чеченскую кампанию, сравнивать специальную военную операцию сейчас на Украине, совершенно две разные, то есть войны. Да, конечно, очень сложно. И вот, конечно, я посмотрел на это все, общее впечатление. Если, допустим, в Чечне там больше стрелкового боя было, как-то засада, еще что-то, там понятно было. Да. Вот, то здесь вот постоянные вот эти вот обстрелы идут. То есть это артиллерийская война просто-напросто. Вот это вот было, конечно, непривычно. Ну, со временем привык. Человек ко всему привыкает. Ну, человек ко всему привыкает, да. А как вообще, вот вы заезжаете в зону СВО, и дальше что? То есть вас же сразу на передовую или как обустройство несколько дней дается? Естественно, это сначала дается обустройство. То есть обозначается позиция, где мы должны быть, кого мы должны поменять. То есть вводится это все постепенно. Не сразу там взяли и посадили людей в окопы. Потому что люди, даже если нас хоть и обучали в учебке, все равно людям нужно как-то привыкнуть к этим обстрелам, что обстановку узнать. Только после этого вот заходят и сажают, и людей меняют. То есть происходит ротация с другими частями. Те делились с нами опытом, естественно, показывали, где какие огневые точки и все остальное. Вот. Поэтому сразу людей в окопы сажать нельзя. Ну и вся сложность в том, что нужно было все это готовить и отрывать, все это по новой делать. Вот. Естественно, под свою технику очень много работы производилось. Да, обустраиваться тоже тяжело. Начальником связи, и для вас это, ну, это тяжело, конечно. Тяжело. Полка просто взять, перенести с одного места. Да, боевые задачи, вопросов нет, но на это нужно время. А с этим временем уже и основные силы уходят. Потому что связь – это основное сейчас. Вот. Нет связи, естественно, нет руководства. Руководства нет, и не будет победы. Да, вот. Это все взаимосвязано. Поэтому все держится на связи. Во время обстрелов тяжело все-таки работать? Вообще в целом обеспечивать связь? Вообще в целом обеспечивать связь очень сложная задача, потому что, скажем так, где-то питание пропадет, где-то обрыв. Но вот большое спасибо моим ребятам, которые вот связисты. Я как бы, ну, не являюсь героем. Герои – это они, которые под обстрелами тянут эту связь. Все равно, что ни говори, вот все-таки у нас и радио есть, и все. Но вы знаете, что радиостанции можно заглушить. Вот. Космос можно подбить, вычислить. Вот, космические станции. А проводную связь никто не отменял. И вот поэтому мои ребята, они вот под обстрелами, там, под минами, по минным полям протягивают эту связь, обеспечивают. Потому что связь должна быть обязательно. То есть, рискуя жизнью, да, рискуют своей жизнью, обеспечивают связь у нас. А как бойцы выдерживают службу? То есть ведь у нас трудности.
это морозы, это слякоть постоянно. Как вы их подбадриваете, может быть? Ну, как-то пытаемся. Я, конечно, понимаю, что вы не замполит, это не ваша работа, но да, все равно, всё равно человеческое как-то- остается. Да, вот. Здесь, ну, это доброе, душевное, теплое слово. Не орать на них, а говорить нормальным человеческим языком, скажем так, да, с кем-то пошутить, где-то с кем-то поговорить по душам, просто-напросто спросить, как у него в семье, что, как, может быть, нужна какая-то связь, то есть провести его куда в штаб, и чтобы он спокойно там с семьей переписывался. То есть только вот такие, то есть чисто моральная поддержка. Вот. Физическая, конечно, не поддержишь, но а морально, вот, душевным моральная словом, добрым поддержка словом, да, дорого это стоит. вот, да. Конечно. Это вот стараемся. Спасибо вам большое за ответ. А прямо сейчас предлагаем посмотреть сюжет о буднях полка Башкортостан в зоне специальной военной операции. Мы продолжаем нашу работу на Краснолиманском направлении в Луганской Народной Республике в зоне проведения специальной военной операции в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Сейчас вот рядом со мной находится военнослужащий полка Башкортостан с позывным «Эмир». Эмир, здравствуй. Здравствуйте. Да, расскажи, пожалуйста, как ты вообще вот, попал в зону проведения специальной военной операции, почему решил отправиться сюда, на Донбасс? Ну, я доброволец. Я следил всегда за новостями, переживал за своих соотечественников, которые отправились сюда, в зону проведения специальной военной операции. Вот. У меня мои знакомые, многие здесь также служат. Мы с ними поддерживаем отношения, ну, как получается, так и поддерживаем отношения через родственников и так далее. Вот. И поэтому, когда я все это наблюдал, и все-таки я решил приехать сюда, чтобы остаться не безучастным, чтобы потом не сожалеть об этом. У меня будет что рассказать своим детям и своим внукам. И я горжусь этим, что я пришел и служу в полку Башкортостан. Реактивщики полка Башкортостан сейчас получили координаты и выдвигаются на боевые позиции. Сейчас мы проследуем за ними и покажем, как работают грады по целям противника. Один пакет такой боевой машины способен поразить площадь, которая равна территории 4 футбольных полей. После отработки экипаж сворачивается и покидает место стрельбы, потому что сюда может прилететь ответка. Сейчас отработала штурмовая авиация. До линии боевого соприкосновения отсюда буквально 3 километра. Наши военнослужащие летчики оказывают поддержку пехоте, которая находится на линии боевого соприкосновения, отрабатывают военные цели, возвращаются снова к себе на позиции, на аэродромы базирования, перезаряжаются и вновь вылетают на боевое задание. Сейчас мы вновь приехали в расположение мотострелкового полка Башкортостан. Продолжаем знакомство с нашими ребятами, военнослужащими из Башкортостана. И сегодня посчастливилось встретиться вот с этим замечательным военнослужащим с позывным. Певец. А почему такой позывной? Потому что я певец. Я работал концертным директором Гузель Ахметовой и сам выезжал гастролями. А почему решили вот отправиться в зону проведения специальной военной операции? Ну, мои ребята все здесь. Как бы я не могу оставаться в стороне. Надо поднимать боевой дух не только словами, но и песнями и своей поддержкой. Споете что-нибудь? Можем спеть. Давайте. Тошылама, әнкәй тошылама мине изге дугаңнан. Тошыласаң изге дугаңнан, мин бәхетле була алмам. Привет, расскажи, а вот песни помогают ли вот при несении службы? То есть, когда, ну, может, сослуживцы просят иногда спеть, какие песни просят? Да, песня очень помогает расслабиться, чуть-чуть забыться, как говорится, снять напряжение. Песня очень сильно помогает. Да, бывает, вечерами с ребятами собираемся, спели там, пропели свои песни, в душе становится все равно легче.
Это проект «Своих не бросаем». И я напоминаю, что у нас в студии сегодня начальник связи добровольческого мотострелкового полка Башкортостан Игорь Вячеславович Мережко. Игорь, мы только что посмотрели сюжет о нашем полке Башкортостан. Скажите, вот ваши ощущения в плане того, что вот вам тяжело было все-таки влиться в эту большую семью, где наши бойцы каждый день пытаются освободить Донбасс и придать мирного неба нам всем? Нет, я бы не сказал, что тяжело. Во-первых, это как бы, ну, то, что это сказывается, что я больше 20 лет прослужил в армии, и как бы это для меня считается родная семья и родная стихия. Вот, поэтому как бы особых трудностей я и не испытывал. Трудность была только в том, что за 20 лет, грубо говоря, связь-то поменялась. Вот это, конечно, тяжело осваивать. Вот. А так нет, коллектив у нас замечательный. Вот. Поэтому... Трудностям, так сказать, мы всегда рады. Да. Все пройдем. Трудности нас сплачивают. Только и закаляют. Да. Безусловно. Сплачивают и закаляют. Игорь Вячеславович, у нас в ноябре из Башкортостана в зону СВО отправили 100-й гуманитарный конвой. О. Да, а вот когда до вас доходят эти гуманитарные конвои, чего больше всего ждете в посылках? Это, ну, какой-то моральной поддержки, то есть писем каких-то, да. Это самое основное, конечно. Вещи вещами, оборудование оборудованием, но моральная поддержка, вот это то, что частичку нам, тепла да, чувствовать. частичку тепла вот почувствовать для себя, для своих солдат, это вот, да, это самое главное. То есть, получается, если в посылке будет чак-чак и мед, О, это то Это для будет вообще наших замечательно бойцов тоже. это Да, будет это самая будет, да. лучшая поддержка. Да. А вот еще такой вот вопрос сходу. До вас доходили письма вот именно из Башкортостана? Да. То есть вы их, Доходили, наверное, даже да, храните? Да. А кто пишет, У меня школьники? лежит- Ну, школьники в основном. Даже детский сад рисует что-то. Вон, доходили, у меня лежат письма эти. А что вы чувствуете, когда читаете вот эти строки, написанные детьми? Ну, я внуков своих вспоминаю всегда. У меня их 4. Вот, поэтому как бы для меня это как бы родное считается. То есть как будто написали мои дети, мои внуки. Трогательно? Вот для меня очень трогательно, да. Аж до слез пробивает иногда. А думали о чем займетесь, когда мы победим и кончится специальная военная операция? Опять в школу пойду. В школу. То есть Да. вы не останетесь в армии служить? Нет. А в школе вы кем работали? Преподавателем ОБЖ физкультуры. А в какой школе? 31-й. Здесь, в Уфе, да? Да, в Уфе. Скажите, Опять вот, школу пойду. вот мы, вот, по крайней мере, я лично начал замечать, что у наших добровольческих батальонов, к ним прибиваются, получается, какие-то домашние животные. То есть это либо кошки, либо собачки. У Это вас был очень таки такой? трогательная У история, нас да. есть, да. А у вас У расскажите нас об этом. собачка есть. Вот, когда мы были на первом КП, то есть где у нас стояла изначальная точка космической станции, вот, и вот наши операторы, которые обслуживают эту станцию, вот, к ним прибилась собачка. Маленький кутенок. Когда мы передислоцировались, с собой забрали, так и живет она у нас. Вот, Как вы ее назвали? мутный. Ну, как говорится, животные стремятся к хорошим Да. людям. Поэтому Вот. спасибо большое, что вы к нам пришли. Желаем вам, безусловно, удачи. И надеюсь, что когда все завершится, вы к нам обязательно еще придете на интервью. Обязательно. Успехов вам. Ну а с вами, уважаемые телезрители, увидимся через неделю. Это проект «Своих не бросаем», о том, что касается всех и волнует каждого. До встречи.